Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто будет предлагать вам отношения? Что за человек, что из себя представляет, и, конечно же, посмотрим, стоит ли такому человеку довериться. Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Очень интересно. Смотрите, этого человека показали в образе волка. Волк, серый волк. Волк, который что-то прячет, что-то скрывает. Человек одинокий, человек, который... Ну, вы знаете, как волк, да, одинокий волк, вот, одинокий волк. Человек очень сильный, и у человека явно есть какие-то способности. Не думайте, что это что-то плохое, наоборот. Необычный человек идет в вашу жизнь, либо необычный человек будет делать вам предложение. Человек-одиночка, по жизни одиночка, знаете, который не привык никому доверять, не привык ни на кого полагаться, знаете, вот сам для себя, сам за себя. И еще мне идет, что он охотник, настоящий охотник, да, вот не ждет от людей, не ждет от жизни, как говорится, сам все, что нужно, берет. У человека характер такой, знаете, прям... Если не силой, то хитростью. Да? Вот такой вот, он не привык сдаваться, не привык. Умеет ждать, умеет затаиться, умеет вовремя сделать шаг, да? Совершить какое-то действие. В нем нет страха, ни капли страха. Вы знаете, иду до конца. За ценой не стою. Вижу цель, не вижу препятствий. Беру и делаю. Знаете, вот такой серьезный мужчина. Серьезный. Очень серьезный. Вы почему-то при встрече как-то немножко даже побаиваться его будете. Побаиваться. Может, у него репутация какая-то. Давайте я еще на оракуле посмотрю. Просто реально интересно, что это. Что это такое? Как это понять? Волк. Идет волк, девочки. Это не овца, это волк, настоящий серый волк. Может, у него даже, знаете, как татуировка может быть там, с волком. Может, это его как тотем даже, да? Тотем. Что он за человек, что он за мужчина? Почему так странно его показывают? Ну ничего себе. Он еще и какой-то другой национальности, либо другой веры. Мои хорошие, в то время, которое вы загадали, придет обещанный человек свыше. Вам его высшие силы пообещали. Может быть, вы загадывали на какого-то мужчину, да, вот был запрос к высшим силам. Вот хочу, чтобы был надежный, там, смелый, сильный, там, красивый, богатый, да, у каждого свой был запрос. Вам этого мужчину именно свыше пришлют, потому что вам пообещали, либо откликнуться на ваш запрос. Высшие силы. Время пришло этому мужчине в вашей жизни появиться. Вообще он вам по судьбе как-то идет.
по судьбе. Он должен был прийти, и он приходит. С этим человеком, конечно, роковые отношения вас ждут. Тут и страсти, тут безумные страсти, плюс какой-то безумный накал страстей с этим человеком. Нет, не думайте, что прям 24/7 в кровати будете кувыркаться. Нет, здесь больше похоже на эмоциональные какие-то потрясения. Да? Человек, ну, я вам так скажу, не хочу, конечно, вас пугать, но тут будет все. Тут будет все, и причем в одном флаконе, и вас прям закрутит в эти отношения. Закрутят. Тут и у него к вам, и у вас к нему. Понимаете, такое дикое искушение идет, дикий накал страстей, и прям буря в жизни. Но скучно точно не будет. Давно у вас таких, кстати, потрясений, отношений не было. Так, человек сам по себе, как я и сказала, да, очень такой закрытый, одинокий. И у человека есть явно какие-то, ну, необычные способности и необычные таланты. Он способен на безумие, на безумные поступки, на безумные действия. Человек, вы знаете, все, что он пообещает, все, что вы, например, захотите, попросите, и он понимает, что он это сделает, он это сделает. Даже если он понимает, что не сделает, все равно он это сделает. Он найдет такую возможность для того, чтобы исполнить все ваши мечты и все ваши желания. К вам будет относиться с большой нежностью, очень, знаете, как действительно к хрустальной статуэтке, беречь вас очень будет. От вас очень многое будет скрывать, опасаясь за вашу чувствительность. Да, ну вот чтобы вы там не расстраивались, не переживали, не думали там о чем-то, да, какие-то вещи, вот, которые он считает там ненужные, вредные, грязные, порочные, он вам рассказывать не будет, это точно. Беречь вас будет. Так, этот мужчина способен разорвать все шаблоны и все стереотипы, которые были у вас относительно противоположного пола. И он это сделает. Он это сделает. Может быть, у вас какой-то нехороший опыт был в прошлых отношениях. Может быть, в принципе, вы побаиваетесь, либо не доверяете мужчинам. Вот все это он напрочь выгонит, изгонит из вашей души, из вашей головы. То есть что-то вот прям докажет, что не все мужики одинаковые, что есть вот такие, как он, а есть там не очень хорошие. Да? Вот разрыв шаблона идет. Здесь идет различие между вами, причем различие колоссальное. Ну, допустим, у кого-то различие будет в возрасте, причем как в плюс, так и в минус. А у кого-то различие будет в национальности, вероисповедании, да, вот прям разные вы с ним, абсолютно разные. Но это не будет вам мешать, наоборот, это будет даже как-то дополнять, и прям интересно будут такие отношения. Человек способен на магию, человек способен на волшебство. Все-таки у него, видите, волк выходит. То есть человек непростой, одаренный человек, одаренный, очень талантливый. Но опять же, что-то вот перекликается с эзотерикой. То ли у него интуиция такая, знаете, капитальная, вот может там предсказывать, предвидеть, причем безошибочно. То ли человек даже, знаете, как руками может лечить. У человека могут быть какие-то суперспособности, да, супер таланты какие-то необычные, да, ну вот явно он отличается от других людей. Вы с таким раньше не сталкивались, такого в вашей жизни точно не было. У человека есть тайны, грехи, какое-то тяжелое прошлое. Человек будет до последнего это все от вас скрывать. Вот будут такие темы, которые не обговариваются, не обсуждаются, то есть закрытые темы. Если он посчитает, что вам чего-то знать не нужно, то вы об этом никогда не узнаете. И не лезьте, сами не лезьте. Придет время, вы узнаете. Либо от него узнаете, либо оно само собой выявится. Но секреты у него точно будут. Так, на вас он нацелен капитально. Вас он будет рассматривать именно как будущую жену, как хранительницу очага, женщину, с которой он хочет иметь общий дом, общих детей,
Да, вот это вот семейное дерево посадить. И видите, на семейном дереве не только цветочки, любовь, радость, но и плоды есть, да, чтобы были какие-то плоды от вашей совместной жизни. Ну, явно будут вам предлагать не просто там встречаться, не просто страсти, но и любовь будет вам предлагать. Брак будет предлагать, настоящие чувства, настоящие отношения. Хорошо, но почему он волк? Почему он волк? Ну, что-то в его прошлом. Знаете, вот у меня такое подозрение было, и оно вот сейчас подтверждается. Возможно, человек связан с криминалом, был в прошлом, да, не сейчас, был в прошлом. И, возможно, даже человек отбывал наказание. Либо у него есть какая-то судимость. Да, вот здесь четко показано, что оступился. Оступился, и за это прошлое он расплатился. За прошлое расплатился. Да. У кого-то отыграется, что он вдовец. Вдовец, причем жену свою он очень сильно любил. И волей судьбы, как говорится, овдовел. Да, долго он не мог найти себе другую женщину. Либо, в принципе, да, был уверен, что больше никогда не женится. До конца жизни будет жить один и хранить верность своей усопшей жене. Но когда встретит вас, все поменяется. Да, волк-одиночка вышел. И, кстати, он работает. Работа у него такая, знаете, когда он ее один выполняет. Либо сам на себя работает, сам на себя, да, вот сам себе, как говорится, начальник. Либо работа, которая подразумевает, что человек вот именно работает в каком-то там закрытом, либо открытом пространстве, но вот сам, да, нет над ним начальника, нет каких-то там помощников, да, он сам по себе. Так, этот человек появится в вашей жизни, либо встреча произойдет, либо знакомство произойдет, ну, у каждого по-своему будет, 1 либо 11 числа. Опять же, в час дня, либо, например, там, в 11 вечера, там, в 11 утра тоже может отыграться. Может быть, даже в час ночи, да, но у каждого по-своему. То есть 1 и 11 идет. Это время его появления в вашей жизни, либо время знакомства. У этого мужчины, в отличие от вас, в жизни проблем в сегодняшнем дне просто нет. Нет, понимаете, ни с деньгами, ни с работой, ни с жильем, ни с какими-то другими событиями, обстоятельствами. Просто жизнь очень такая размеренная, спокойная, знаете, все, как говорится, на своих местах. Вот. А у вас наоборот, у вас жизнь какая-то тревожная, вы очень много переживаете, может быть, у вас действительно очень много проблем в жизни, и вы их по мере сил пытаетесь решать, но сил, я так понимаю, не на все хватает, либо не сразу на все хватает. Этот мужчина вам помогать станет. Помогать именно с вашими проблемами, с вашими ситуациями будет помогать. За это вы будете ему очень сильно благодарны. Да. Знаете, такое впечатление, что он придет, чтобы навести порядок в вашей жизни. Он навел порядок в своей жизни, теперь он будет наводить порядок в вашей жизни. Кстати, у кого-то из девчонок еще ситуация, что не решен вопрос с каким-то неприятным мужчиной. Я так понимаю, это ваш бывший, либо даже у кого-то настоящий. Смотрите, что здесь происходит. Вот этот мужчина, волк, видите, вот он стоит и такой огромной дубиной мужика, который вас вот просто держит, да, он бьет этой дубиной по голове. То есть он вас отобьет, да, он за вас заступится, отгонит этого нехорошего мужчину, и тем самым вас спасет. Даст вам право выбора, с кем вы хотите быть, кого вы выбираете. Мужчина не будет навязываться, мужчина не будет там, ходить сопли за вами тягать, что вот выбери меня, да, а то расплачусь. Нет, так он не будет поступать. Он вам каждый день будет доказывать, что он вам нужен, что он вам идеально подходит, что он может, даже не просто может, он и хочет, и может сделать вас счастливой. Он вам будет это доказывать. Не словами, девочки, не там серенадами, не там стишками, не какими-нибудь там, я не знаю, романтическими штучками, но действиями, конкретными, стабильными, постоянными действиями мужчина
будет входить в вашу жизнь и действительно вам доказывать, что именно он вас достоин, и именно он сделает вас счастливой. Смотрите, большой неожиданностью для этого мужчины будут те чувства, которые он к вам испытает. Прям с первого взгляда, с первой встречи. Вы, знаете, как будто бы такая острая стрела, которая попадает в его сердце. Что-то есть у вас такое, чего он никогда раньше не видел. Ну, не видел он таких женщин. Какая-то энергетика у вас необычная. Либо необычная у него, необычная у вас. И у вас прям такая стыковка с ним идет. Не вы его рассмотрите, он вас рассмотрит. Я не вижу, чтобы он вас как-то тронул с первой встречи. Кстати, у кого-то отыграется, что этого мужчину вы уже знаете. И даже узнали его по моему описанию. Но у вас с этим мужчиной пока ничего, ну даже в проекте нет, да. То есть и у вас особой симпатии к нему нет. Просто, может быть, в одном круге общаетесь. И он никак себя еще не проявил. Девочки, кто с мужчиной знаком, здесь именно четко идет такая линия, что этот мужчина уже вас держит под прицелом, уже он готовится к какому-то решающему действию, к какой-то решающей встрече. Если встреча еще не произошла, скорее всего, то же самое будет. Вы с ним познакомитесь, и он не произведет на вас какого-то неизгладимого впечатления. Да, скажете симпатичный, да, интересный, но не более того. Вот. А он прям с первой встречи уже будет нацелен именно на вас. Так, что вы еще должны знать? Он будет очень долго вас добиваться. И если бы он вам напрямую все говорил, что вот там я в тебя влюбился, там жить без тебя не могу, конечно бы все решилось скорее. Но он именно выберет такую тактику, что я не говорю, я делаю. Я не говорю, я делаю. Вы тоже в какие-то моменты будете прям думать, ну вот, о чем ко мне пристал, да, он не говорит ни о любви, он не говорит о романтике, но при этом, да, он всегда рядом, он такой надежный, он такой классный. Да. Что вообще между нами происходит? Ну, это его особенности, видите, он волк-одиночка. С одной стороны, да, он вас полюбит и, да, прикипит всем сердцем, а с другой стороны, он привык всегда быть один. Да, полагаться только на себя и никому не доверять. Да, вот к этому он тоже привык. Ну, такой сложный персонаж. Сложный. Девочки, я хочу предупредить, у некоторых из вас точно отыграется, что мужчина с очень сильными экстрасенсорными способностями. Он вас просто будет как открытую книгу читать. Все ваши эмоции, все ваши мысли, да, предугадывать ваши желания. И это может вас, ну, реально пугать. Вы будете думать, о боже, он поставил прослушку, он там за мной наблюдает, следит. Нет, у него такая чуйка, у него действительно есть вот эти вот способности. И он, конечно, ими пользуется. Да, почему нет? Он пользуется. Так, вплоть до того, девочки, что мужчина будет безошибочно угадывать, когда у вас там ПМС, когда у вас там критические дни. Да, чтобы вас это не пугало, сразу вас предупреждаю. Судьбоносный он мужчина, но выбор всегда остается за вами. Выбор, да, будете делать именно вы, мои девочки. Вас никто не заставит. Хотите этого мужчину? Просто скажете ему «да» и будете с ним вместе. Что-то вас будет смущать, ну, вернетесь, пойдете дальше. Здесь нет принуждения ни от мужчины, ни от высших сил, что вас прям заставляют быть именно с ним и ни с кем. Либо он прям, да, вас в плен берет, да, либо там украдет у всех и скажет все. Либо выходишь за меня замуж, либо там будешь сидеть в заточении. Такого нет. Такого нет. Выбирать будете вы. Но я вижу, что вы долго будете присматриваться к друг другу. По крайней мере, вы-то точно к нему будете присматриваться. А он как-то очень быстро определится, что вы его женщина. Но видите, из-за его этой особенности, привычки быть одному и что-то вот прям прятать, скрывать, ему тоже ведь сложно будет. Да? Не так-то все просто будет. Мои хорошие, вы все разные. Я не могу, к сожалению, вам называть имени. Его просто здесь не показали. Но я надеюсь, по моему описанию вы поймете,
кто этот мужчина. Когда его встретите, либо если уже встретили, то я думаю, что вы точно поняли. Так, на этом у меня все. Помните, что выбор за вами и только вы решаете свою судьбу. Ну, а так, любовь, она уже практически на пороге. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.